Первая, вторая, третья ось отвечает в большей степени за перемещением рабочего инструмента. Термины, которые под силу только опытным инженерам, как орешки щелкают эти школьники. 10 лучших умов из Москвы, Ульяновска и Татарстана, участники компетенции «Промышленная робототехника». Среди лидеров – челнинские школьники Эмиль и Рустем. Их команда уже не раз покоряла площадку WorldSkills. Оттачивание всяких навыков, да, отработка тех же настроек, калибровки. Нам приносят задания, готовят наши преподаватели, мы их делаем. Они приближены к тем заданиям, которые будут на соревнованиях, поэтому вот мы так и тренируемся. Павел Кролл из московской семьи программистов в своих силах не сомневается. Папа тоже занимается программированием. В принципе, с детства живу в такой более-менее компьютеризированной семье. Ни капли волнений и у Амиля Халикова, ведь он соревнуется в родных стенах. В свои 15 школьник уже точно знает, в будущем останется здесь, в «Богатых собах», чтобы продолжать развивать фермерское дело отца, но только уже по новой технологии. В любой работе, мне кажется, должен понадобиться нам робот, поэтому каждый должен понимать, как он работает. О новых технологиях говорит и Раис Миниханов. Сейчас в районе 17 крупных сельхозформирований, 157 фермеров и семейных хозяйств. В каждом ручной труд сведен к минимуму. Наш район, сегодня мы уже корова доится роботами. Да? Сегодня вот кормовой центр будет работать. Оно тоже минимизируется уже на человеческие факторы. К этому идем. А к этому, чтобы идти, мы должны уже детей наших будущих уже обучать этому. Техника дошла и до района. Яркий пример тому «Богатые собы». Здесь сельское хозяйство, строительство, лесозаготовки уже частично перешли с ручного труда на машинный. А сегодня здесь на этой площадке WorldSkills ищут те самые кадры будущего, которые скажут свое слово в робототехнике. 6 часов непрерывного программирования, а итог показывает робот. Если действительно будет хорошая реакция, хороший именно спрос на данное направление, мы только что обсуждали с головой, что, возможно, в этом направлении будем развиваться, развивать сам этот чемпионат, с каждым годом увеличить количество и участников, и конкурсантов, и географию этих конкурсантов, не только со стороны Республики Татарстан, но и из других регионов Российской Федерации. И, может быть, будем внедрять еще дополнительные новые компетенции. Если эти соревнования покажут эффективность, то уже в этом году аграрный колледж «Богатых собак» станет постоянной площадкой для WorldSkills. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Сабинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.